В Бишкеке орудовал мошенник, который, представляясь особо доверенным лицом президента, вымогал у министров деньги в качестве благодарности за их новые кресла. Как сообщают средства массовой информации, в милиции им рассказали, что некоторые высокопоставленные лица попались на эту типичную зоновскую разводку и выдали мошеннику некоторое количество долларов. Это параллели. Здравствуйте. Деньги по коррупционным меркам весьма условные, где-то в районе $150. Это вам не те 200 тысяч зелеными в полиэтиленовом пакете, заботливо уложенные в выдвижном ящике личного стола представителям Генеральной прокуратуры. Но все же, перед нами именно тот случай, когда размер не так важен. Тот мошенник, выдававший себя за правую руку президента, ненароком проверил наших новоиспеченных министров и на коррупционную вшивость. В случае, если определенное высокопоставленное лицо действительно таким образом позолотило руку мошенника, то сможет ли оно и в дальнейшем честно и эффективно исполнять собственные служебные обязанности? Вопрос, пожалуй, риторический, так как коррупция пока никуда не делась. Дорожные подряды и субподряды, махинации с поставкой угля, темная история с обновлением Бишкекской ТЭЦ. Обо всем этом сейчас кричат депутаты. Но хватит ли сил разорвать порочный круг круговой поруки, где именно коррупция является склеивающим элементом звеньев в этой замкнутой цепочке? И это важно, так как любое обновление обречено на неудачу без твердой и решительной позиции. Идти по праведному пути. Для Кыргызстана с его 7-миллионным населением, что сравнительно немного, сейчас требуются четкие ориентиры на свет в конце тоннеля. Пока лишь сплошные тупики и грабли, от которых у многих распухла голова. Еще один неверный поворот в этом запутанном лабиринте относительного развития и произойдет полное помутнение рассудка. А дальше или полная зависимость, или поэтапный распад. Вот вам еще одна аналогия с айтматовским манкуртом. Как заметили некоторые, коррупция у нас молодеет. Возраст многих чиновников, увлеченных в делах неблаговидных, едва перевалил за 40. Здесь преемственность поколений также замкнулась на круговой поруке, где балом правит коррупция. А вот потеря нравственных ориентиров и ценностей даже хуже временного помутнения рассудка, потому как далее следует полная и бесповоротная манкуртизация. И что важно, не от знания собственной истории и языка, а от потери правильных ориентиров. Не об этом ли нам говорит опыт развития беднейших стран Африки, Азии и Латинской Америки? До свидания. В городе Бишкек перекрыли 30 улиц одновременно. Здрасте. Скажите, зачем вы перекрыли целых 30 улиц? Это очень мало. Мы планировали перекрыть абсолютно все улицы, но у нас получилось только 30. Тем более, для чего вам нужно перекрывать все улицы? Во-первых, горожане жалуются на ямы. Чтобы ям не было, мы решили убрать дороги. А во-вторых? Если не будет дорог, то не будет и аварий. Мы работаем во благо горожан. То есть, по такой логике, горожане и на деревья жалуются, что ли? Совершенно верно. Деревья занимают слишком много места, как и дороги. Поэтому мы убираем и деревья, и дороги. Но ведь тогда столица превратится в одну большую пустыню. На земле стало так много машин, что весь мир стал задыхаться. Это большая честь, что именно мы можем спасти человечество, превратив наш город в пустыню. А будет ли вам за это какая-то награда? Мы работаем самоотверженно. Вы воистину настоящий герой.